Студия Петр Васильев. Здравствуйте. Прямо сейчас в эфире телеканалов НВК Саха-Якутия-24 глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев подведет основные итоги работы в ноябре. Айсен Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю для начала поговорить о самых важных вещах. Илтумен в республике принял главный финансовый документ нашего региона – Республиканский закон о бюджете на следующий год. Вы сами ранее говорили, что он будет непростым и даже самым сложным за последние годы. Какие приоритеты ставятся в расходной части? Безусловно, принятый бюджет, он, конечно, принимался в крайне непростых условиях. Мы все понимаем и видим, в каких условиях сегодня живет наша страна, в условиях невиданных западных санкций, серьезных ограничений. Вместе с тем, так же, как и федеральный бюджет, бюджет республики, он социального направленности. Я считаю, что мы сохранили эту социальную сущность нашего бюджета, которая ему всегда была присуща. Размер бюджета у нас велик, он входит в 15 самых крупных бюджетов регионов России. Расходная часть 332 миллиарда рублей. Вот первоначально вот сейчас принятый и утвержденный бюджет 2025 года. 45% из них это вот прямые расходы по заработной плате по социальной сфере, социальные льготы, социальные выплаты. То есть все то, что связано как раз с то, что мы называем социальная направленность. Конечно же, значительную часть составляют у нас субсидии организациям коммунального комплекса. Это тоже на самом деле можно считать социальной направленностью нашего бюджета. Это как раз та сумма, которая датируется из республиканского бюджета на разницу тарифов, экономически обоснованных тарифов, которые энергетики, коммунальщики нам должны населению выставлять, и теми тарифами, которые сегодня существуют. На самом деле мы по ряду районов, в особенности в северной части, практически свыше 90% этих экономически обоснованных тарифов субсидируем за счет государства. И, безусловно, мы будем и дальше работать над тем, чтобы бюджет наш увеличивался. Несмотря на все сложности, я считаю, что по доходной базе мы тоже идем неплохо. Идет увеличение практически по всем основным налогам. Вместе с тем, конечно, вот те процессы, которые сегодня у нас в стране происходят, они накладывают свой отпечаток. Но уверен, что мы в течение 2025 года найдем возможности как раз увеличивать нашу и доходную, и, соответственно, и расходную часть нашего бюджета. Вот если говорить про увеличение, республике же вместе с этим удалось и сохранить, и увеличить одновременно расходы на сельское хозяйство. С нового года, насколько я знаю, распределение этих средств претерпит изменения. Когда деньги дойдут до получателей? Вы знаете, это был очень принципиальный вопрос. Я уже, когда прошли все согласительные комиссии, а я особо хочу отметить очень такую хорошо организованную работу Государственного собрания парламента нашей республики в этом году, когда именно на согласительных комиссиях были рассмотрены сотни различных поправок со стороны народных депутатов, правительства республики, все были обсуждены. Очень большая, серьезная работа прошла по разным комиссиям, ну и потом в конечном итоге уже расширенное заседание комитета по финансам и экономике, во главе которой стоит Юрий Михайлович Николаев. Они уже вот приняли основные решения, которые легли уже в основу как раз принятого бюджета. И поэтому я считаю, что вот очень хорошая согласованная работа правительства и Государственного собрания позволила этот бюджет, непростой на самом деле бюджет, принять в установленные сроки. Но вот уже практически после завершения всех согласительных процедур выяснилось, что по сельскому хозяйству, по статьям, по его расходной части, предусмотрено средств все-таки незначительно на 177 миллионов, но все-таки меньше, чем было в первоначальном бюджете 2024 года. Хотя там были разные мне объясняли, что есть разные объективные причины, связанные в первую очередь с инвестиционными затратами крупного характера. Но я отдельно уже собрал руководство правительства, руководство парламента. Мы провели достаточно такую серьезную встречу, по результатам которой мы не только восстановили эти средства, но и плюсом еще дали
порядка 600 с лишним миллионов рублей по сельскому хозяйству республики. Именно. И это как раз сейчас уже все заложено в бюджете. То есть бюджет республики у нас по статье сельского хозяйства впервые в истории первоначально принятый превысил 15 миллиардов рублей. Я считаю, что это очень важно. Вот, мы тем самым показываем, что сельское хозяйство республики, несмотря на все проблемы, которые у нас есть, будет пользоваться всегда поддержкой со стороны государства. При этом особо отмечу, вот вы уже сказали про это, с 1 января у нас серьезно меняются принципы финансирования сельского хозяйства. Последние годы, встречаясь с людьми на местах и бывая в разных районах, я сталкивался с тем, что многие и главы районов, и сами сельхозтоваропроизводители просили все-таки, чтобы полномочия по финансированию сельского хозяйства были переданы на уровень районов. Но это понятно, для того, чтобы более оперативнее решать вопросы, в зависимости от складывающейся ситуации, в зависимости от специализации того или иного района. Сейчас, когда мы уже в целом, как бы сказать, бюджетную дисциплину по сельскому хозяйству восстановили, когда достаточно четкая система контроля по производству продукции сельского хозяйства тоже налажена, я счел возможным и поддержал эту идею. Сейчас Илтуман как раз принял закон, в котором с 1 января по 14 различным видам сельхозтоваропроизводства полномочия передаются на уровень районов. Это не значит, что районы будут, вот деньги получат и сами куда хотят будут тратить. Это в корне неверно. Будут подписываться соглашения с Министерством сельского хозяйства республики, по которому будут определены основные критерии, на которые должен выходить уже район в ходе использования этих средств, направление расходования этих средств. Район тоже должен заранее заложить и утвердить это соглашением. Ну и, конечно, потом в дальнейшем эффективное и целевое расходование этих средств будет жестко контролироваться. Потому что мы не допустим, чтобы деньги, которые выделяются из государственного бюджета на сельское хозяйство, каким-то образом не доходили до наших сельхозтоваропроизводителей, до тех людей, которые реально своим трудом сегодня дают возможность существовать и развиваться сельскому хозяйству Якутии. Вот, завершая финансовый блок, федеральный центр в ближайшие 3 года на борьбу с лесными пожарами направит беспрецедентную сумму, обновленную по финансированию. Как удалось добиться столь существенного увеличения денежных средств, и самое главное, на что они будут направлены? Вы знаете, по борьбе с лесными пожарами, вообще в целом по охране лесов мы неоднократно ставили вопрос. Было существенное увеличение финансирования после пожаров 2021 года по прямому поручению президента. И в целом у нас на охрану лесов, в том числе на борьбу с лесными пожарами, было предусмотрено в общей сложности 1 600 000 000 рублей. Но за эти годы, начиная вот с 2022 года, мы очень серьезно увеличивали зону обслуживания. То есть ту зону, на которой мы в обязательном порядке тушим пожары. Вот для примера, в 2021 году это составляло 36 миллионов гектар, сейчас это уже свыше 70 миллионов гектар. При этом финансирование не было увеличено. Ну и, конечно же, мы видели, что за последние годы идет и рост стоимости топлива, рост различной стоимости техники. И, конечно, тех денег, которые выделялись из республиканского и федерального бюджетов, нам не всегда хватало на тушение пожаров в том числе. Мы всегда заканчивали год с кредиторкой, такой значительной, за 1 миллиард рублей, которую при поддержке вот как раз Министерства природных ресурсов Российской Федерации нам обычно гасили как раз аккурат к Новому году. Конечно же, при этом мы понимаем, что пожары-то мы тушим летом, и считайте, вот по несколько месяцев те, кто участвовал в тушении пожаров, порой сидели, не получив от республики деньги. Это и внутри республики, и вне республики. И когда летом к нам сюда приезжал наш президент Владимир Владимирович Путин, я как раз ему отдельно доложил по ситуации с пожарами и попросил его поддержки, чтобы вот эти средства, которые мы так и так направляем на борьбу с пожарами, в том числе на охрану лесов, они были с самого начала заложены в базу. То есть, чтобы с самого начала года нас уже на эту задачу финансировали. Президент дал очень четкие, ясные поручения. Это поручения
я считаю, очень хорошо вот отработало как раз Министерство природных ресурсов, Рослесхоз. И со следующего года нам реально вот увеличено финансирование на 2 миллиарда 700 миллионов рублей. То есть было 1 600 000 000, сейчас станет 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Эти средства будут направлены не только на непосредственно само тушение пожаров, они будут направлены на дополнительное финансирование штатных единиц. Мы сейчас должны по республике 375 людей набрать в авиалесоохрану. Это достаточно большая цифра. Мы должны создать 5 новых авиаотделений по лесоохране. Это в районах республики, причем оно достаточно и на севере, и на юго-западе, со строительством материально-технической их базы. Поэтому это такие очень серьезные для отрасли деньги. И самое главное, что мы уверены, что благодаря этим средствам, выделенным нашим президентом, мы все-таки по борьбе с лесными пожарами, конечно, ситуацию будем и дальше улучшать. В Москве завершилась транспортная неделя, важнейшее отраслевое событие для всех ее представителей. Какие вопросы затронула якутская делегация и в целом, как у нас в регионе налажена работа по реализации транспортной связности? Знаете, транспортная неделя – это главное такое событие отрасли. Оно в 16 раз проводится Министерством транспорта России. Республика всегда активно в нем участвует. И в этот раз мы встретились, как раз сделали упор на встрече с руководителями федеральных агентств, которые отвечают по тем или иным направлениям транспорта. Так была встреча у нас с федеральным агентством по воздушному транспорту, с Росавиацией, с Дмитрием Ядровым. Мы обсудили вопросы реконструкции аэропортов, окончание вот первого этапа, который уже сейчас вот заканчивается. Так мы должны 14 аэропортов реконструировать. И сейчас уже на завершающей стадии у нас 3 аэропорта еще осталось. И также новую программу, которая будет в ближайшие годы реализовываться, в том числе, конечно, очень тяжелый и непростой вопрос по Зырянке, где надо однозначно строить новый аэропорт. Есть у нас вопросы и по Удачному, по Полярному, чтобы все-таки его не на 28-й год ставили, как сейчас в планах, а все-таки передвинули его влево, начали уже с 26-го года, то есть в 25-м году закончить первый этап и в 26-м году уже начать второй этап. Мы надеемся, что по аэропортам Нюрбы и Магана больших вопросов не будет, они в плане тоже есть. Есть также аэропорты, которые должны будут финансироваться за счет специального фонда, в том числе по Тикси, по Усть-Куйге есть вопросы, мы надеемся, они тоже будут решены. Говорили также и о новых самолетах. Мы, конечно, ждем новые российские самолеты. Это и Ту-214, и Ил-114. Здесь работа идет. Нам обещают, что в 2026 году эти самолеты уже в серийно пойдут. И Ту-214 уже появится так реально у нас. И надеемся, что и Ил-114 тоже все летные испытания будут закончены. И замена Ан-24 у нас наконец-то появится. Встречались мы также с Росморречфлотом, с Андреем Владимировичем Тарасенко, который долгие годы у нас работал. Андрей Владимирович очень хорошо наши проблемы понимает, знает, поэтому у нас очень большой, широкий спектр вопросов был обсужден, начиная от вопросов, связанных с содержанием наших водных путей по Лене, по финансированию этих работ углубительно, заканчивая уже перспективными вопросами, связанными с развитием морского порта Найба. Очень содержательный у нас был разговор с руководителем Росавтодора Романом Витальевичем Новиковым. Мы обсудили и нынешнее состояние наших дорог. Конечно, Роман Витальевич тоже очень большое внимание уделяет состоянию федеральных дорог. Проблема этого года ему хорошо известна и по Вилюю, и по Колыме. На совещании также и руководитель у нас Упордора Вилюй Николай Иванович Андреев тоже присутствовал. Тоже даны соответствующие поручения, чтобы в следующем году все-таки ситуация у нас по ремонту и содержанию федеральных дорог была лучше, чем в этом году. Конечно же, обсуждали и другие вопросы, связанные с финансированием Ленского моста, связанные с финансированием дальнейшего строительства, реконструкции федеральных дорог, региональных дорог, реализации национального проекта. То есть такой большой широкий спектр был у нас обсужден. И самое главное, что со всеми руководителями, еще раз говорю, мы обсудили, и видно, что они реально понимают наши
проблемы, те задачи, которые стоят перед республикой, реализацию поручений президента по Якутии. Поэтому уверен, что вот и по транспортной связанности нашей республики ситуация все-таки будет у нас, несмотря на все сложности, улучшаться. Александр Сергеевич, еще одно важное направление – это энергетика. На недавнем заседании комиссии Госсовета по этому направлению вы отметили следующее, цитата: «Реформа электросетевого комплекса должна учитывать особенности регионов». Что предполагает эта реформа и какие особенности нашего региона она должна учитывать? Вы знаете, сейчас в энергетике страны идет очень такая непростая реформа, связанная с вот появлением новых системообразующих таких организаций сетевых. В законе принято, что таких организаций на весь субъект должна быть только одна такая организация. Вот. Ну, мы считаем, например, что по таким регионам, как Якутия, ну, их минимум должно быть две. Так вот у нас исторически Южная Якутия и остальная часть Якутии, ну, они разделены так, в части как раз сетевых компаний. Есть много вопросов, связанных с надежностью электросетевого хозяйства. Есть вопросы, связанные как раз с вопросами собственности. У многих регионов очень большая собственность как раз сетевая. И сейчас по этому закону они должны были бы просто передавать уже безвозмездно это в собственность компаний, вот именно как раз сетевых, которые определены будут системными. То есть очень много вопросов, и недаром на обсуждение этого вопроса было и все руководство Министерства энергетики, вице-премьер был профильный, ну, когда вот у нас на комиссии вопрос рассматривался, несколько губернаторов было, практически все субъекты были представлены, ну, минимум вот на уровне заместителя губернаторов и глав регионов, все руководители сетевых компаний, электрических вот, компаний, связанных с энергетикой, электроэнергетикой были. То есть очень такое широкое, бурное обсуждение было. Много вопросов еще есть. Понятно, что это все должно быть увязано вообще со стратегией развития энергетики нашей страны, которая сейчас разрабатывается. И, конечно, я считаю, что вот в таких достаточно непростых вопросах, конечно, голос регионов надо слушать. И вот наша комиссия энергетики, комиссия Госсовета вот этот вопрос постоянно ставит. Ну, комиссия у нас очень, так скажем, активная. Мы постоянно встречаемся, проводим различные совещания, посвященные как раз вопросам развития энергетики. Вот последний вопрос был у нас по угольной отрасли, тоже непростой вопрос. Угольная отрасль сегодня переживает в стране непростые времена, связанные с падением цен на мировом рынке, связанные, опять же, с санкциями, с ростом налоговой нагрузки. И, конечно же, здесь вот как раз мы все регионы один голос говорим о том, чтобы в сегодняшней ситуации угольную промышленность тоже надо поддерживать, в том числе на федеральном уровне. Поэтому комиссия работает, ну и в дальнейшем я еще раз говорю, что мы будем как раз интересы регионов, в том числе, конечно, нашей родной Якутии, четко и ясно защищать. Еще одна важная для нас тема – это газификация. Республика достигла в этом направлении исторически рекордных показателей. Каковы объемы, как удалось их перевыполнить? Вы знаете, у нас газификация социальная идет очень хорошими темпами. Мы уверенно занимаем первое место по Дальнему Востоку. Четко входим в десятку регионов Российской Федерации по темпам газификации. Вот годовой наш план в этом году мы выполнили уже в октябре. До конца года он будет перевыполнен, ну, процентов на 25, наверное. Всего у нас общий потенциал социальной газификации мы считаем сейчас порядка 11 тысяч домовладений. При этом, конечно же, еще у нас есть очень серьезное такое направление, оно, как, скажем так, все равно касается вопросов социальной газификации, но идет отдельно по нашему соглашению с «Газпромом». Это газификация наших населенных пунктов, которые лежат вдоль газопровода «Сила Сибири». Это населенные пункты Ленского, Алекминского, Алданского, Нерюнгринского районов. Здесь тоже идет работа очень такими неплохими темпами, и уже в следующем году мы реально будем видеть газ уже во многих населенных пунктах, которые определены этим соглашением. Более того, мы сейчас дорабатываем, и это соглашение и на встрече с Алексеем Борисовичем Миллером, вот как раз в сентябре этого года, мы договорились, что ряд населенных пунктов мы еще дополнительно будем включать в это соглашение, чтобы газ и туда пришел. Ну, так как «Сила Сибири» сейчас расширяется, и есть возможность уже и другие населенные пункты подключать к этому газопроводу. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть хорошую работу Сахатранснефтегаза.
то, что мы добились того, чтобы у нас на территории именно Сахатранснефтегаз выступил региональным оператором вот этой социальной газификации. В самом начале, конечно, оно было так немножко с осторожностью воспринято со стороны «Газпрома», но сейчас «Газпром» уже сам очень доволен, видя, какие у нас рекордные темпы, как быстро решаются вопросы. И, конечно же, одним из таких серьезных тоже достижений этого года у нас, кроме вот социальной газификации, кроме того, что газ пришел в ряд населенных пунктов, вот, в частности, Харбала-1 в Чурапчинском улусе, Величей, Мегино-Кангаласского улуса. Конечно же, очень важно то, что практически сейчас завершено строительство магистрального газопровода Кызылсыр 84 километр. Эта стройка финансировалась из федерального бюджета. За рекордные сроки она построена, стройка завершена. Сейчас все уже разрешительные документы у нас уже вышли, и в декабре уже будет торжественный пуск магистрального газопровода, и мы можем сегодня сказать, что вот как раз газоснабжение всей Центральной Якутии, это порядка 500 тысяч человек, оно, конечно, вышло уже совсем на другой уровень с точки зрения именно надежности газоснабжения и возможности подключения новых потребителей. Это реально очень серьезный прорыв, серьезное достижение всей не только газовой промышленности, но и в целом экономики нашей Якутии. Александр Сергеевич, я предлагаю еще немного поговорить про рекорды. В минувшем месяце республика вновь стала одним из демографических лидеров на Дальнем Востоке, в этот раз по рождаемости. Какие меры к этому привели и какие планы до конца 2024 года? Знаете, здесь есть несколько нюансов, о которых надо тоже честно говорить. Мы не можем сказать, что у нас рождаемость растет, к сожалению. Да? К сожалению, у нас так же, как и в целом в стране, рождаемость падает. Но вместе с тем уровень рождаемости у нас остается достаточно высоким. Мы сейчас по уровню рождаемости занимаем 9-10 место в стране, уверенно занимаем 1 место по Дальнему Востоку. Вот. У нас также высокий естественный прирост населения, он тоже гораздо выше, чем и по Дальнему Востоку, и по стране. Мы занимаем 8 место здесь по естественному приросту населения. Отрадно то, что с 2020 года у нас уверенно растет количество многодетных семей. Вот за эти годы у нас на 3000 с лишним многодетных семей стало больше, это почти 10%. И это вселяет уверенность, что вот у нас все-таки вот опора на многодетные семьи, она реально работает, и многодетных семей с каждым годом становится больше. Конечно же, вот на поддержку семей с детьми, на различные социальные выплаты, именно связанные с материнством, с детством, с поддержкой семей, у нас вместе с федеральными средствами по республике в год из бюджета идет порядка 29,5 миллиардов рублей. Колоссально выросли за последние годы в этой части выплаты. Вот. Это тоже, наверное, как раз позволяет в республике сохранять, но еще раз говорю, достаточно высокий уровень рождаемости. Вместе с тем мы здесь не должны никоим образом успокаиваться. Я считаю, что мы и в дальнейшем должны делать все, чтобы поддерживать семью, поддерживать детство, поддерживать материнство и социальной политики, и с точки зрения здравоохранения, с точки зрения различных льгот, помощи. И в этом направлении наша республика будет и дальше работать и поддерживать вот эти очень важные направления. Потому что, я считаю, что это главная задача государства, чтобы у нас людей не становилось меньше, а людей все-таки становилось с каждым годом больше. На днях состоялся ваш визит в Кыргызстан. Республика давно уже имеет тесные связи гуманитарные, в том числе с этой страной. В этом году активное участие они принимали в играх «Дети Азии». Были у нас и Дни культуры Якутии в этой республике. Какие вопросы обсуждались в ходе этого визита и о чем договорились? Я в ходе своей рабочей поездки в Кыргызстан встретился с президентом Республики Жапаровым, встречался также и с первым вице-премьером, с государственным секретарем Кыргызстана, с мэром Бишкека. Провели очень интересные, содержательные встречи. Хочу сказать, что Киргизия, она очень заинтересована в работе с Якутией. Есть много возможностей, и наша компания уже сейчас начала заключать соглашения в части поставок плодоовощной продукции из Киргизии. Традиционно это всегда шло через несколько таких, знаете, колен, так, и в конечном итоге цена достаточно серьезно вырастала. Уже
для наших потребителей. Сейчас мы надеемся все-таки, после того, как Якутапторг начнет прямую работу с киргизскими уже производителями напрямую, то мы в конечном итоге должны добиться и увеличения ассортимента, раз, улучшения качества, ну и хотелось бы, чтобы все-таки цены у нас уже не росли так, в этом направлении. Киргизия также заинтересована, конечно, продолжать наше гуманитарное сотрудничество. Я считаю, что очень у нас здесь много общего, многое уже сделано. Я еще раз убедился, что в Киргизии очень чтят память о Максиме Кировиче Амосове. Это подчеркнул и президент Киргизии в встрече со мной. И в Национальном музее мне показали вот целый стенд, посвященный памяти Максима Кировича Амосова. Мы договорились еще сделать ряд таких серьезных мероприятий, посвященных дальнейшему изучению деятельности великого сына Якутии, увековечению его памяти. Конечно же, очень хорошее у нас направление – это спорт. Киргизия – это участник всех наших игр «Дети Азии». И вот мы с президентом Киргизии договорились, что впервые вот будет формат уличные игры «Дети Азии», где вот как раз вот эти молодежные виды спорта, такие как стритбол, брейкинг, роллинг, и граффити и так далее, будут представлены. Несколько азиатских стран уже выступило с предложением вот именно такие мероприятия провести. Олимпийский совет Азии тоже поддержал, Олимпийский комитет России поддержал. И вот мы сейчас договорились, что первые игры такого формата в 2026 году пройдут в Киргизии. Вот. Ну и Киргизия, конечно, с удовольствием приглашает нас в 2026 году на Всемирные игры кочевников. Тоже очень хотят, чтобы были представлены якутские виды спорта. Но масс-рестлинг уже в официальной программе. Сейчас мы будем работать, чтобы также и Хапсагай попал в программу Всемирных игр кочевников. Ну и, конечно, во время визита вот я с удовольствием посетил и открытие, и посмотрел ряд схваток на 6-м чемпионате мира по масс-рестлингу. Очень тоже большой интерес у Киргизии. Киргизия вообще очень быстро в этом прогрессирует так, в этом виде спорта. Ну и, конечно, то, что руководство страны тоже обращает на это внимание, говорит о том, что в этой стране масс-рестлинг будет поддерживаться. Мы тоже наметили ряд таких конкретных мероприятий по дальнейшему продвижению масс-рестлинга на мировом уровне. Александр Сергеевич, в заключение. Прошел фестиваль «Зима начинается с Якутии». Уже он стал одной из визитных карточек нашего региона. Как оцениваете с точки зрения событийного туризма, сколько человек он привлек в этом году? Вы знаете, я рад, что этот фестиваль, который мы 12 лет назад начинали, он сегодня уже стал такой визитной карточкой и Якутска, и всей нашей республики. И уже никто не спорит, что зима начинается с Якутии, что именно отсюда первая официальная елка зажигается, и символ холода уже отсюда, который передает наш Чисхан Деду Морозу, уже по всей стране распространяется. Замечательно, это и для города очень важно, потому что проходит масса очень таких важных, хороших мероприятий. Это вот и гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», это и фестиваль строганины, это вот фестиваль ледовых скульптур, который в этом году был международным. Есть и другие конкурсы вот, юных наших талантов, артистов, так, спортсменов, игры Севера проходят. И уверен, что этот праздник имеет огромный туристический потенциал. Мы его еще до конца, на самом деле, здесь не раскрутили. Но даже вот то, что в этом году на зажжение елок, а в этом году и на центральной площади столицы у нас новая елка, так, на площади Ленина, и на площади Орджоникидзе замечательная елка тоже появилась, городская, и фонтан обновился. Ну и погода, наверное, позволила все-таки собраться. Вот как мне сегодня доложили, 5000 человек собиралось. Вот, уверен, что потенциал фестиваля огромен. Надо этим правильно пользоваться, правильно развивать, делать его массовым, реально так, с тем, чтобы на него приезжали реально люди из других городов, из других стран. И это и дальше было такой визитной карточкой и нашей столицы города Якутска, и нашей республики Саха-Якутия. Не могу с вами не согласиться. Александр Сергеевич, спасибо за интересную и конструктивную беседу. Спасибо. Вы смотрели программу «Якутия вперед». До встречи.